Купи мне то, не знаю что. С этим странным указанием обратился руководитель одной из африканских стран где-то 100 лет назад к своему подчиненному. И не расспрашивай меня, о чем идет речь. Ты сам должен догадаться. У меня нет времени тебе объяснять. Это указание не застало врасплох подчиненного. Он уже привык к капризам своего господина. Сразу же сказал: я все понял, я во всем разобрался, и уже убегаю по комнате. Уже выходя из царской палаты, повернулся помощник к своему господину и сказал: может быть, все-таки 4 вопроса. Всего лишь 4 вопроса. Для того, чтобы я в лучшей форме смог подобрать это то не знаю что к царской нуждам. Ну хорошо, задавай. Но только побыстрее. Ты не знаешь, что у меня нет времени. Мне уж надо идти спать. Хорошо, хорошо, все быстро будет. Первый вопрос. Для какой цели необходимо моему господину это что, не знаю что? Ну снова, что за вопросы? Ты не разбираешься в нуждах нашего государства. Мне это нужно, чтобы передвигаться из одного места в другое. О, я сам понял, я уже догадался. Второй вопрос. Из какого материала мой господин предпочитает, чтобы было сделано это то не знаю что? Снова, что за вопросы? Конечно же, из металла. А из какого материала должно быть сделано то не знаю что? Ты снова не понимаешь. Из металла. Последний вопрос. Кто должен быть производитель этого то не знаю что? Есть производители дорогие, они делают качественные вещи, а есть производители дешевые, но их вещи малокачественные. Бери самую дорогую, деньги у нас есть. Тут помощник порылся в папке, которую он для себя условно называл «Капризы моего господина», вытащил оттуда листочек и сказал: вот, это то, что господину нужно. Автомобиль Rolls-Royce. Каким же образом помощник за считанные минуты смог понять желание его господина? Видимо, в его руки как-то попалась книга раба Мемелот и Гайон «Слова разума», в которой написано: чтобы в точности понять сущность какой-то вещи, следует определить ее в соответствии с 4 параметрами. Ее предназначение, материал, из которого она сделана, ее производитель и ее форма. Также царь Шломо, начиная свою книгу, желал дать ей четкое определение. Поэтому он начал ее следующими словами. Давайте посмотрим вместе. Мишлей Шломо бен Давид мелех Исраэль. Ладат хухма мусар, лавин эмей бина, лакахат мусар аскил. Мишлей, притчи, это материал, из которого создана эта книга. Шломо бен Давид мелех Исраэль, это ее автор, ее создатель. Ладат хухма мусар, лавин эмей бина. Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума, это ее форма. Лакахат мусар аскил. Чтобы принять наставления, которые приведут к успеху, это ее цель, поскольку цель всех знаний – приобрести успех.